эти ребята не согласны с тем, что финансы – это всегда скучно и серо. Непонятные цифры и сложные расчеты – теперь их приоритет. Школьники тщательно готовились к фестивалю финансовой грамотности. Сейчас им не страшна даже пирамида МММ. К этому фестивалю нас подготовили наши любимые учителя Абукар Джибраилович, Мария Мошариповна. Нам все помогали. После уроков мы подходили к ним. Они выдавали нам материал, мы изучали. При подготовке к конкурсу учителя делали акцент на сильные стороны детей. Кто-то гуманитарий, а кто-то силен в математике. Мы готовили их по, финансовой грамотности. Это в данном случае тесты проходили на самом сайте Финграм-тест, который у нас обучает этой финансовой грамотности. Смотрели разные видеоролики по данному направлению. На фестиваль отобрали 4 ученика, таков регламент. В итоге собралась умная, задорная, сообразительная команда «Экстремалы». Свои возможности они показали в первом же конкурсе, выиграть который помогло не только наличие необходимых знаний. Первый раунд – это деловая игра. Второй раунд – игротека. И третий раунд – не в деньгах счастье. В первом раунде, то есть деловая игра, нам приходилось копить баллы и покупать наклейки для того, чтобы оформить ватман. В конце первого тайма надо было защитить этот ватман. Мы его защитили и получили максимальный балл. То есть мы выиграли в первом тайме. Их не настраивали так, чтобы они боялись. Мы сказали им следующее. Поучаствуем. Будет призовое место, будет здорово. Не будет призового места, просто получите удовольствие, потому что это фестиваль, это игра в некотором роде. Фестиваль проходил 2 дня. Во второй день командные соревнования для школьников прошли в яркой атмосфере праздника. Ученики смогли поиграть в настольные и деловые игры, выполнить задания викторин и конкурсов. Научились пользоваться банковскими картами, управлять личными финансами и внимательно читать договор. Ингушские школьники с заданиями справились лучше всех. В конце фестиваля, когда объявили 2 и 3 место, она все равно в душе была надежда. Было очень томительно. И когда объявили 1 место, мы прыгали выше всех, были очень рады. Ребята немного перефразировали известное выражение. По их мнению, тот, кто владеет финансами, владеет миром, и с ними сложно поспорить. Молодые люди, шагая во взрослую жизнь, должны знать азы финансовой грамотности, чтобы не допустить ошибок при планировании своего бюджета и обезопасить себя от финансовых потерь. Но фестиваль дал им не только багаж знаний, а в первую очередь подарил яркие эмоции и новые знакомства. Я познакомился с многими новыми друзьями, в основном с девушками, с волонтеров, и они тоже нам очень помогали и поддерживали нас. Финансовый ликбез необходим не только детям, но и взрослым. В рамках фестиваля прошли просветительские семинары для педагогов и методистов, посвященные темам защиты прав потребителей финансовых услуг и грамотности для детско-юношеской аудитории. Были дискуссионные площадки, было приглашено очень много специалистов именно по проблемам обучения финансовой грамотности. Принимали в дискуссии участие и мы, я сама лично тоже выезжала на этот семинар со своими педагогами. Ну а обращаясь к этим ребятам, сейчас одноклассники даже не в шутку, а всерьез к именам добавляет академик независимости. Такой статус школьники получили на фестивале. Лейла Гайсанова, Хаваш Гойков, Новости 24.